Добрый вечер, дорогие зрители. Мальчики, здравствуйте! Здравствуй, Кать! Здравствуйте, Кать! Я вижу, вы у нас Здорово! настоящие хоккейные болельщики. А ты что, Замечательно! Я вам предлагаю сегодня послушать сказку Елены Велиной «Как веник играл в хоккей». Готовы слушать? Ну да, Усаживайтесь поудобнее, и начинается сказка. Хоккейная клюшка особо скромная. С виду палка, загнутая на конце, почти кочерга, но не кочерга. Раза 2-3 в неделю хозяин брал ее с собой на тренировки или соревнования. Соревнования проходили на большом ледовом поле. Хоккеисты с огромной скоростью скользили по ровному блестящему льду, силой ударяли клюшками, пытаясь отнять друг у друга шайбу. И так они дрались за эту шайбу. Такой был азарт, как будто она была самая драгоценная на всем стадионе. Шайба однажды подумала: надо же, какая борьба! Я такая маленькая, черненькая, а как все за меня дерутся? Наверное, я тут самая главная. Но тут ее мечтания внезапно прервались. Клюшка с одного размаха так ударила ее по боку, что шайба покатилась почти через все поле и попала в какую-то жесткую сетку. Ой, Прошептала она, переводя дух. где это я? И тут на трибунах как закричали, как зашумели! Почему-то про шайбу сразу все забыли, зато стали махать клюшками и радостно обниматься. Интересно. Думала шайба. Только что я была в центре внимания, а сейчас сижу в какой-то серой сетке, и никто на меня даже не смотрит. Как все странно. И она немного расстроилась. Вернулись наши клюшка и шайба домой и заняли свои обычные места. Клюшка встала в уголок в прихожей, а шайба легла на полку с баночками гуталина. Как видите, жили они не в ледовом дворце, а в обычной прихожей. В этой прихожей жило много других вещей, с которыми можно было поболтать. Меховая шапка, сапожные щетки, тапочки и веник, новичок в этой компании. Шапка много где была вместе с хозяином и считала, что знает гораздо больше, чем все остальные вещи в прихожей. Обычно в день тренировки хозяин брал с собой клюшку, шайбу и шапку и уходил. Но однажды утром хозяин на тренировку проспал. Он быстро-быстро, как пожарный, оделся, обулся, схватил со стола бутерброд, сунул клюшку под мышку и побежал. «А меня-то забыл!» – прошептала шапка со своей полки. И меня. Эхом повторила шайба. Но хозяина и след простыл. Несколько минут в прихожей стояла тишина, которую прервал веник. Какая странная особа эта клюшка. Исчезает неизвестно куда, поздно возвращается и совершенно ничего не делает по дому. Чем же она занимается? Костыль не костыль, швабра не швабра и даже не кочерга, хотя и подозрительно похожа. Не понимаю, зачем ее вообще принесли в дом? Шапка решила просветить новичка в некоторых вопросах городской жизни. Клюшка, между прочим, работает на хоккейном поле, а домой приезжает только отдохнуть. И в чем же состоит ее работа? Она бьет шайбу. Одно точное движение, меткий бросок, и шайба влетает в ворота. Все аплодируют. Иногда от одного такого движения зависит победа и даже престиж нации. А что такое престиж нации? Вежливо поинтересовалась всегда скромная сапожная щетка.
это когда все уважают нашу страну. Вступила в беседу чугунная кочерга. Она жила в каминном зале и много узнала от гостей. Но я не могу понять, Продолжала кочерга. почему именно от клюшки зависит этот самый престиж. Ведь в ворота влетает шайба, значит и победу приносит она. Причем же здесь клюшка? А я не могу понять, Осуждающим тоном сказал Веник. как у этой клюшки хватает совести бить кругленькую безобидную шайбу. Она хоть извинения просит? Шайба лежала здесь же, на полочке, и прекрасно все слышала. На этих словах она не выдержала и горячо вступила в разговор. Именно так! Меня берут и швыряют. Стоит мне влететь в ворота противника, как клюшки взлетают вверх. Игроки обнимаются и поздравляют друг друга. А обо мне все тут же забывают. А ведь в ворота попадаю я, а не клюшка. Значит, и гол добываю я. И шайба обиженно замолчала. А что такое гол? И зачем он нужен? Гол – это как раз когда я влетаю в ворота. А нужен он, чтобы победить. У какой команды гол, та и выиграла. Вот как! Обрадовался Веник. Значит, так все просто. Забил гол, тут тебе и аплодисменты, и почет, и престиж нации. Ну и выскочка эта клюшка. Да я тогда тоже сейчас буду бороться за этот самый престиж, вот! С этими словами Веник прицелился и, что было силы, ударил по маленьким детским тапочкам. И попал он прямо под папино пальто. Ой, Сказала пальто. ты куда метишь? Пальто зашаталось, а с ним и вся вешалка. И неожиданно сверху свалилась шапка прямо на тапочки. Гол! Закричал Веник. Ура! Я попал! Никакого здесь престижа нет. Проворчала шапка, потому что упала она с большой высоты, и ей такой хоккей совсем не понравился. А на клюшку ты зря ругаешься. Аплодисменты она заслужила. Ты же кроме ее наклеек и надписи ничего не замечаешь. Приглядись, она вся в царапинах. Живого места на ней не сыщешь. Что верно, то верно. Важно заметила кочерга. На моем веку это уже не первая клюшка в нашем доме. Остальные не вернулись. Погибли, так сказать, в бою. От этих слов Веник заметно сконфузился и виновато пробормотал. Вот оно как значит. А я и не знал. А шапка продолжала. Да, действительно. Это шайба в ворота влетает. Но что она без клюшки? Никому не нужный кусок резины. Прости, дорогая. Вежливо обратилась она уже к шайбе. Но это правда. Только от клюшки зависит, куда ты полетишь. Ах так! Возмутилась шайба. Значит, по-вашему, я ненужный кусок резины? И мое дело только слушаться? Вот вы какие! Так знаете, без меня не будет никакого престижа нации, если я вообще не буду играть. А я играть действительно не буду. И с этими словами шайба задвинулась куда-то далеко, вглубь полочки, между баночек с кремом для обуви и похожих на нее. Теперь ее не было видно и слышно. Остальные обескураженно замолчали. И в этот момент где-то в уголке нежно застрекотал сверчок.
Его никто никогда не видел, но зато он умел подать свой голос в самый нужный момент. Играл он так задушевно, что все заслушались. Странная была эта музыка, примиряющая. И понемногу каждый понял, что был в чем-то неправ. Спорщики уже миролюбиво поглядывали друг на друга, но никто не мог сказать что-нибудь первым. И даже Шайба, которая дулась в своем углу, уже готова была выйти, но только не решалась, потому что ей было стыдно. А Сверчок все выводил и выводил свои трели. В этот момент домой после тренировки возвратился хозяин, а с ним и усталая Клюшка. Она скромно заняла свое место в углу, и ей очень хотелось поделиться с Шайбой радостной новостью. В субботу они вместе поедут на соревнования в другой город. И не смотреть, а играть. Только она почему-то ее не видела. Где же Шайба? Удивилась Клюшка. Шайба, отзовись! А она сказала, что играть больше не будет. Наябедничал Веник. Шапка назвала ее куском резины. Да я и не хотела нашу Шайбу обижать. Грустно сказала Шапка. Я тебя хотела защитить, Клюшка. А то кое-кто говорит, что ты то ли кочерга, то ли костыль. Да что вы такое говорите? Возмутилась Клюшка. Я-то сама по себе ничего особенного. Деревяшка какая-то. Нет, братцы, надо смотреть не на то, как ты выглядишь, а на то, что ты делаешь. Да, сказала Шайба и показалась из своего укрытия. теперь я понимаю. Мое дело лететь в ворота. Дело Клюшки бить сильно и точно. А общее наше дело – это гол. Получается, победу команде приносят все участники. Вот это другое дело! Уже миролюбиво ответила Клюшка. Я-то тебе что хотела сказать? Мы в субботу едем на самые настоящие соревнования. О, да ты что? Ахнула Шайба. Ура! На этом спор и закончился. Все поняли, что престиж нации – штука сложная. Зависит и от вратаря, и от игроков, и от болельщиков, и даже ото льда. А вовсе не от одной только Клюшки. Подождите, подождите! Снова вмешался Веник. Так значит, когда хоккеистам аплодируют, немного аплодируют и мне? Я ведь тоже пользу приношу. Именно так! Весело ответила Клюшка, и все с ней охотно согласились. Сверчок обрадовался, что все наконец помирились, и снова начал старую мелодию. Очень он любил от души пострекотать в тишине, которая наступала довольно редко. Ой, хорошая сказка. Да. Понравилось? Ага. Ну Очень что же? понравилось. А теперь чистить зубы и укладываться спать. Спокойной ночи, ребята! Спокойной ночи!